Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я опять также на кухне и собираюсь испечь пирог. Но пирог это самый простой пирог. У меня самые простые ингредиенты. Давай, значит, яйца 4 штуки. Вот здесь ванильный сахар, чайная ложка. Муку 350 грамм. Сахар 250. Здесь также разрыхлитель у меня 2 чайные ложки. Ну и еще буду добавлять молоко и масло сливочное. Молоко 240 грамм миллилитров, ну и масло 70 грамм взяла. Из самых простых продуктов. Ну что, начнем делать наш пирог. Разбиваем 4 яйца. Пока Маша занимается тестом, друзья, поздороваюсь и я с вами. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте всем. Всем привет. Чем проще пирог, тем он вкуснее. И сегодня у нас такой простой, замечательный пирог, который печет Маша. Ну, я, как всегда, буду смотреть, снимать, смотреть, ну и вам показывать, собственно говоря. И может кто-то возьмет на заметку этот пирог. Так, добавляем щепотку соли сюда. Соль всегда нужна, как я говорю, класть запеканки, выпечки. Высыпала ванильный сахар. Так, и это сейчас будем все мы миксером взбивать. Ну вот, это готово. Чтобы был сахар 250 грамм, это все сюда положили. Выливаем молоко. И кладу сюда масло. И отправляю на плиту, чтобы у меня масло растаяло. Муку сюда высыпаю я разрыхлитель. И все это здесь перемешаю с мукой. Добавляем сюда 2 приема муку. Такое нежное, пышное тесто получается. Смотрим, у нас масло растает. Вливаем сюда молоко с маслом и все размешиваем. Судя по количеству ингредиентов, пирог не маленький получится. И добавляем остальную муку.
Так, тесто готово. Сейчас будем класть в форму. И сюда я еще хочу добавить вишни. Раскидать не вишни, а черешню. Наш пирог отправляем в духовку на 40 минут. И ждем. 40 минут прошло. И мы вытаскиваем наш пирог. Вот такой пирог. Надо еще, чтобы он остыл. Посыпаем сахарной пудрой. Ну что, подходим к заключительному этапу, пробуем наш пирог. Он такой пушненький получился, как видите, поднялся. Здесь вот в середине немножко треснутый, но это, наверное, как раз хорошо, что он испекся. Вишенка там. Он еще, желательно, конечно же, еще подержать подольше, чтобы он остыл там. Когда он остывает, пропекается еще. Но он и так пропекся, и все замечательно. Пирог такой толстенький, смотрите. Ну и вишенка там. С обратной стороны вишенка была видна. Хорошо. Маша, разверни, пожалуйста. Разверни, пожалуйста. Там вишенка видна была. Во, там одна ягодка попалась, но там много ягодок сверху. Не внутрь положили, а сверху. Вот. Вот так. Видите, он пропекся такой. Такой классный пирог. Простой и классный пирог. Ну и Маша налила чай. Сейчас будет пробовать этот пирог, а я потом буду догонять. Пробуем наш пирог, а потом меня Маша еще угостит из своих рук. Вот такой нежный воздушный пирог. Сладкий пирог, да ведь? Пирог ведь сладкий? Сладкий, он какой толстый. Ага. Пышный получился. О. Чувствую. Оценку четкую получили, друзья. Вообще нежное тесто. Очень вкусно. Сейчас бы еще сметану. Со сметаной бы это вообще класс. О. Сметана ничего, конечно, не испортит. Такой воздушный. Какой-то, ну вот, сбивали, наверное, вот яйца. И тесто такое пышное, мягкое, какое-то воздушное получилось. И сок черешни вовнутрь еще потек, да?
Цвет поменялся там внутри. Мгм. Ну, в других местах там имеется. Мгм. Так что вкусно. Мгм. Приятного аппетита. Спасибо. Да не бит. Прямо не бит. Пышный, мягкий. Да. Пышный, мягкий. Ну и я сейчас тоже попробую Машенька угостить этим же кусочком мне. Сейчас попробую. Ну да, очень-очень вкусный, нежный пирог. С чаем, с молоком холодным бы. Вот с холодным молоком этот пирог бы зашел на ура, да, Маша? М. Со сметаной можно. Пирог такой. Настоящий пирог. Простой, но вкусный. Пирог испекли. Как вы видите, все хорошо получилось. Вот. Ну, на этом мы заканчиваем наше видео. И говорю всем пока. До новых встреч на нашем канале. Пока-пока. До новых вкусных и добрых рассветов, друзья. Всем пока.